По одной корове в подарок получили 30 многодетных семей из разных уголков Северной Осетии. Много детей, стабильный доход, условия жизни. По этим критериям сотрудники объединения многодетных семей России выбирали претендентов. Они посетили более 200 семей, из них только 30 получили коров, остальные пока в очереди. Первое время помогать семьям правильно ухаживать за домашними животными будет управление ветеринарной службы. Это абсолютно бесплатно. По правилам акции, когда у коровы будет первый приплод, его подарят еще одной многодетной семье. Таким образом, этот проект станет долгосрочным. Когда у меня не было коровы, но я надеюсь, что я научусь обращаться с ней и сыр делать. Детям, конечно, парное молоко каждое утро. Это же так хорошо, что дети будут каждое утро парное молоко пить. В Алагире установили бюст герою Советского Союза Василию Шамшурину. На торжественную церемонию открытия памятника из Удмуртии приехала внучатая племянница Светлана Копотева. О его доблестном подвиге знают почти в каждом уголке России. В ноябре 42-го летчик-истребитель Шамшурин погиб в небе над селением Дзуарикау. Звание Героя Советского Союза летчику дали посмертно. В этот же день в Алагире открыли еще один памятник нашему земляку, капитану-полярнику Юрию Кучиеву. Звание Героя СССР было присвоено за поход к Северному полюсу. Я сегодня счастлива от того, что стою на этой земле. Она для меня священная, так как 22 года – это совсем молодой возраст. 20 лет своей жизни Василий прожил на нашей Киясовской земле, его взрастила Удмуртская земля. Но более 70 лет он покоится здесь, на Осетинской земле. Ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогут присутствовать на Параде Победы, поздравили представители столичной администрации. Съемочная группа «Осетия ТВ» совместно с организаторами акции побеседовала с участниками Великой Отечественной войны. Арташ Минасян ушел на войну 17-летним мальчиком. Сегодня он хвастается тем, что за 89 лет ни разу не болел. Единственное, что ненадолго подорвало здоровье ветерана, это боевые ранения. У Арташа 20 орденов и медалей, среди которых Орден Славы, Орден Красной Звезды, медаль за освобождение Варшавы, медаль за взятие Берлина и многие другие. Традиционно в преддверии Дня Победы мы проводим различные акции. Вот сегодня одна из наших акций, она у нас проходит под девизом «Никто не забыт и ничто не забыто». Мы подготовили совместно с местным отделением партии «Единая Россия», совместно с нашими школами, поздравления, подарки. В воинской части Владикавказа сегодня чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. Пригласили около 20 человек. В честь 69-й годовщины Победы грамотами отметили солдат, которые проявили мужество при исполнении воинского долга. Затем перед собравшимися выступили артисты Североостинской эстрады. Они исполнили песни военных лет. По словам организаторов, такие акции проводятся в воинской части ежегодно. Для солдат это уже стало доброй традицией. Те фронтовики, которые не дошли до сегодняшних дней, которых сейчас находят в раскопках, те, которые дошли, которые прожили послевоенную жизнь, те, которых сейчас нет, те, которые живы, вечная вам слава и память. Спасибо вам. Спортивный клуб накануне открылся в Североостинском госуниверситете. СОГУ стал первым вузом на Кавказе, где создали подобную организацию. Теперь студентам не придется тратить деньги на фитнес-клубы и залы. Они могут прийти в свой родной университет и заниматься там спортом абсолютно бесплатно. На открытие клуба приехали гости из Пятигорска. Они рассказали студентам о новом молодежном движении Workout и показали небольшой мастер-класс. Наши студенты в этом клубе будут заниматься различными видами спорта. И что очень важно, планируется очень много экскурсий по республике, знакомство с горами, с природой республики. Итоги республиканского конкурса чтецов и «Помнит мир спасенный» подвели во Владикавказе. В творческом соревновании приняли участие более 70 школьников со всех районов Северной Осетии. Это победители районных этапов конкурса. На сцене Русского театра ребята читали стихотворения о Великой Отечественной войне. Оценивали мастерство ребят общественные деятели республики, актеры театра и кино, а также филологи. Победителям вручили дипломы и книги о войне. Конкурс чтецов проводится уже второй раз по инициативе информационного портала «15-й регион». В этом году идею поддержали в Министерстве образования и науки Северной Осетии. Ведомство организовало спецприз для 2 лучших чтецов – поездку в детский лагерь «Орленок». Очень символично проводить, я так считаю, подобные конкурсы
преддверии Дня Победы. Я считаю, это имеет большое значение в патриотическом воспитании детей. И мне было очень-очень приятно, что этот конкурс сейчас уже стал ежегодным.